Так, ну там, наверное, началось. Ничего. Всем привет, дорогие друзья! Мы на студии ТНВ, где сегодня у нас очередной лайв-подкаст, посвященный ключевым событиям последней недели в области коронавируса, во всех прочих областях. Поговорим еще о спорте. С вами Артур Халилулов и Игорь Никитин, мой коллега. Добро пожаловать. И давайте начнем с первой темы. Игорь Никитин еще пока что не подошел, поэтому сегодня Никитин. Поэтому пока что я с вами, Никита Никитин. Так, всем привет. Так, народ, как вы... Пишите в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы, темы, какие вы хотите обсудить. Мы, в свою очередь, подготовили свои несколько тем, которые мы хотим обсудить за прошедшую неделю. Неделя была такая, скажем так, как говорит Владимир Владимирович в конце года, непростая. Это касательно года, но тут касательно недели. Кто-то работал, кто-то сидел дома на удаленке, кто-то в самоизоляции, то есть ситуация у каждого разная. Ну и такая одна из важных новостей этой недели, ну касательно Татарстана, потому что в каждом регионе разные применяют методы. СМС-пропуск, то есть ввели у нас в Татарстане такой пропуск. Ты слышал о нем? Да, слышал, даже пытался им пользоваться. Как вообще? Вообще, там два этапа. Сначала нужно зарегистрироваться в этой системе, отправить свои регистрационные данные, приходит ответ о том, что вы в системе. Вот. На этом этапе у меня все получилось, мне пришел ответ и пришли варианты дальнейших взаимодействий, там цифры от 1 до 7, по-моему, или до 9. Это варианты, по которым вы можете выйти из дома. Вот на этом этапе я сегодня тестил, отправлял это дело, типа я хочу в банк сходить, но ничего не получилось. Благо мы работаем с Никитой, и у нас есть пропуска, которые позволяют ходить на работу. Да. Мы, кстати, приехали по пропускам сюда, так что все нормально. Вот так пропуск выглядит у нас на работе. Это такая справка на фирменном бланке нашей работы, и как бы тут все официально, все подписано с печатью, то есть как бы у нас есть что показать, если нас вдруг остановят сотрудники полиции. Да, и, кстати, что самое интересное, я передвигаюсь по городу за рулем, Никита, насколько я знаю, тоже. Я сегодня с утра ехал в час пик, и ни одного экипажа ГАИ, не то что никто не остановил, их просто не было. Артур сегодня ехал в час пика не было. Ну да, медицинский час пик, скажем так. Да, скажем, время, когда обычно бывает час пик. Ну, то есть я тоже на своем пути как бы не встретил, но я как бы живу в районе, в том, в котором работаю. Скорее всего, основные силы, возможно, либо в центре, либо еще где. Ну, тоже, везде по-разному. Ну, я сам не пользовался этим СМС-пропуском, то есть я выходил за продуктами, и, кстати, это достаточно такое расстояние, около 500 метров, но как бы не встретил никого, то есть это была как бы цель такая, что выйти за продуктами, которая не попадает под список целей, по которым мы можем выйти. То есть для этого не нужно отправлять смс-ку. И как бы, но вопросов никаких мне не задавали. Вот. Остальные, я думаю, тоже, наверное, выходили за продуктами, там, в аптеку, куда. Да, вы можете поделиться своими историями в комментариях, мы стараемся их прочесть, ответить на ваши, собственно говоря, да, переживания. Кто куда выходил, может, кто кого встречал. Возникали ли у вас какие-то вопросы, задавали ли их вам. Ну, вот такие СМС-пропуски, то есть это тоже такая экспериментальная штука. Насколько я знаю, она ввелась вначале в Татарстане, потом уже, ну, то есть в каждом регионе по-разному. Нет, на самом деле она велась только в Татарстане, это пилотный выпуск, вот, и Россия пока не переняла и, насколько я понимаю, не планирует перенимать. Вчера буквально смотрел федеральные каналы, и там момент такой был, что эксперты, ну, как раз и говорят о том, что система пока виснет в Татарстане. Я вот сказал уже то, что не получилось получить смс-ку обратную о выходе из дома, и в России пока не планируют перенимать именно этот метод. Наверное, Татарстану нужно будет допилить эту систему сначала, чтобы она разошлась по всей России. Да, но несмотря на то, что как бы министр связи наш татарстанский говорил, что мы готовы к большому количеству смс-ок, но оказалось, что техническая составляющая не совсем готова к тому, чтобы такой поток смс-ок принимать. Поэтому это все пилотные проекты.
Так, что у тебя еще? Ну что у меня, давайте немножко о спорте поговорим. Знаете, тревожные вести. На прошлой неделе, буквально в конце ее, поступили из Приморского края, где погиб адмирал из КХЛ. Ну, погиб — это громко сказано, они просто заявили о том, что не будут выступать в следующем сезоне КХЛ из-за решения властей Приморского края приостановить финансирование и забрать эти деньги у клуба в пользу резервного фонда по противодействию с коронавирусом. Вот. И что самое интересное, это касается не только хоккейного клуба, это касается всех приморских команд. Например, футбольного клуба «Луч», который все знают, Владивостокский, который в свое время играл в РПЛ. И сегодня у нас на сайте интернет-редакции ТНВ вышел большой материал, посвященный тому, какие футбольные клубы могут не пережить коронавирус. Причем суть в чем? Не пережить не по объективным составляющим, а из-за именно нерадивости местных губернаторов, которые используют коронавирус как просто повод для того, чтобы избавиться от дополнительной нагрузки на бюджет. В списке есть такие клубы, как «Балтика», футбольный клуб «Нижний Новгород», «Мордовия» Саранская и футбольный клуб «Тамбов», который, между прочим, играет в российской премьер-лиге. Вот. И несмотря на то, что обладает самым низким бюджетом среди всех клубов российской лиги, эта команда умудряется идти на 11 месте. И если бы не пауза на коронавирус, то тамбовчане по спортивному принципу оставились бы в премьер-лиге. Сразу успокою наших казанских болельщиков. По нашим данным, ничего не угрожает «Рубину». Хотя сегодня прошла новость, то, что «Рубин» и наш, скажем так, побратим, уфимский клуб «Уфа», собственно, объявили о том, что, вернее, прошла информация, что они будут сокращать зарплаты футболистам на 50%. Ну, это на самом деле ничего в этом смертельного нету. По всему миру происходят подобные же события. Например, Барселона объявила о сокращении зарплат на 70%. Да, кстати, как думаешь, почему на 50% именно в России, а вот в Барселоне на 70%? Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем России идти по пути Барселоны. Там совершенно разные, во-первых, исходные данные, то есть у Барселоны, в принципе, бюджет другой, и зарплаты у игроков другие, это раз. Да, при том, во-вторых, коронавирус в Испании далеко не такой, как в России, там он реально убивает людей в массовом порядке. Да, просто интересно, что если сократить 70% в Барселоне и останется 30%, то эти 30 будут гораздо больше, чем оставшиеся 50% в России. Да, нет, чем оставшиеся 100 в России, да. Вот такая вот интересная у нас тема по смертности футбольных клубов. Подробнее можете почитать. Сегодня этот материал вышел на сайте интернет-редакции ТНВ. Но я предлагаю теперь следующую тему обсудить. Да, все, что мы сегодня обсуждаем, это новости, которые написал сайт ТНВ, tnv.ru. Более подробно вы можете ознакомиться там. И, кстати, пока говорили, я вспомнил о том, что вот про справки говорили вот буквально 5 минут назад. И я вспомнил, что на этой неделе была новость о том, что вот только ввели эти справки, чтобы свободно передвигаться, как на следующий день уже их начали подделывать. То есть буквально вчера... Здоровья вам, господа, это кофе. Вчера буквально, да, кстати, кофе, как говорится. Устраивайтесь поудобнее, берите кофе, запасайтесь попкорном, эчпочмаками и кумысом. Извини, все, что в принципе у вас всегда есть дома. Так что все нормально вроде. Да, начали подделывать справки вот эти, то есть они стоили от буквально 1000 до 2000, и буквально вчера, по-моему, поймали человека, который уже старался нажиться на этом. Вот, это я, в прошлую тему. У нас народ предприимчивый, в принципе. Сейчас же, видишь, момент такой, то что Путин вчера обратился к гражданам. Да, обращение Путина, да. Мы хотели обсудить. И сказал то, что отправляет нас до 30 апреля в оплачиваемый отпуск. Но проблема в чем? Вот я вчера общался со своим знакомым, который работает в системе общепита, причем он работает аж су-шефом, то есть заместителем главного шефа одного из заведений Казани. Там весь персонал был распущен по домам, но ни о каком сохранении заработной платы речь вообще не идет. То есть людям говорят, вы уходите по административке, и в принципе в таких общепитах, насколько я понял, работают до 50% по черному оформляясь. То есть неофициальное оформление идет, естественно, ни о каком сохранении заработной платы при таких исходных данных говорить не приходится. Но я думаю, ты подробнее ознакомился с обращением Путина. Что тебе еще там запомнилось? Я думаю, вообще все, кто нас смотрит, подробно ознакомились с обращением Путина.
все ждали, вот второе уже обращение буквально за неделю президента России, то есть такое редко бывает, когда вот на связь выходит. Но ситуация вынуждает, что нужно как-то оповестить своих граждан. И до 30 апреля, что теперь мы не будем работать, режим нерабочих дней продлен. Мы будем. Да, будем, то есть СМИ, естественно, будут работать, то есть вы же должны откуда-то узнавать информацию. Что можно сказать? Нелегкие времена сейчас наступают для бизнесменов, для предприятий, которые держались на потоке людей, то есть этот поток сейчас просто прекратился. Как мы знаем, экономика циклична, и то есть неоткуда взять финансы для того, чтобы заплатить людям, чтобы они ушли на оплачиваемые нерабочие дни. То есть трудно сейчас, непонятно, что будет. Но подчеркнул он, кстати, Владимир Владимирович, о том, что возможна такая ситуация, что досрочно такой режим прекратится, но тоже непонятно. Мы прожили пока что всего неделю. Вот, якобы до конца апреля. Ты что думаешь по этому поводу? Может он раньше прекратиться, этот режим? Я думаю, нет. Во-первых, он сказал не якобы, а, насколько я помню, это уже решение конкретное. Но он подчеркнул другой момент, то что в регионах буквально до вчерашнего вечера должны были подготовить свои соображения. То есть он подчеркнул, что регионам предоставляется самостоятельность в решении вот этого вопроса. То есть его решение Путина распространяется в основном на Москву. А в регионах, каждый регион сам должен определить, до какого числа продлить карантин. То есть делегирует полномочия. Да, поэтому тут уже от нашего президента Татарстана, Рустама Нургалиевича Минниханова, будет зависеть, собственно говоря, сколько все это продлится. У нас все хорошо, я думаю, потому что, я думаю, многие следят за индексом самоизоляции, и в Татарстане он достаточно неплохой. То есть в Набережных Челнах, в Нижнекамске, в Елабуге, в Казани, то есть он, в принципе, держится на 4 балла из 5. То есть вчера было 4,1, в Челнах было 4,4. То есть хорошо наши граждане придерживаются этого режима, но будем стараться так и дальше держать этот режим. И надеемся, что начнется спад, и это все потихоньку уйдет от нас. Но сейчас, как сказал один человек, нужно держаться. Там он еще про деньги что-то говорил в начале, что их нету. Да. Мы все поняли, о ком ты. Да. О моем бате, да. К слову, одержаться. Сегодня прошла итоговая пресс-конференция Ак-Барса. Буквально где-то час назад многие из вас смотрели ее в прямом эфире в соцсетях ТНВ или на сайте ТНВ. И, к слову, держаться. Всем известно хорошо, что Ак-Барс спонсирует Татнефть. И мы все прекрасно знаем, что случилось с ценами на нефть. Их практически нет, этих цен на нефть, собственно. Да. И в том числе журналисты спрашивали у Рафика Якубова, генерального менеджера Ак-Барса, что будет с Ак-Барсом, не повторит ли он путь того же адмирала, который не будет вообще выступать. Что будет с зарплатами Ак-Барса, что будет с бюджетом Ак-Барса. С одной стороны, Рафик Якубов сказал, что вроде все под контролем, рассказал то, что контракт с лидером Ак-Барса Джастином Азеведом уже близок к завершению, на финальной стадии переговоров, что также ведутся переговоры с другими игроками клуба. Но при этом оговорочка случилась о том, что когда мы спросили, какая команда от Татнефти поступила вообще в связи со всем вот этим, он говорит, что такое ощущение, что Татнефти пока не до хоккея. Я цитирую, это, собственно говоря, прозвучало. Поэтому мы, конечно, все надеемся на лучшее. Как говорится, как сказал классик, надейся на лучшее, готовься к худшему. Да? И в этом плане тоже тренерский штаб и руководство клуба подчеркивает то, что большое количество талантливой молодежи в Ак-Барсе есть. И я думаю, если что, Ак-Барс, конечно, такой флагман российского хоккея, естественно, никуда не денется. На этой же итоговой пресс-конференции прозвучали другие острые очень вопросы. Например, Квартальному московские журналисты задали вопрос насчет его сына, хоккейного агента. Если кто не в курсе, в Ак-Барсе играет Никита Дыняк, твой тезка, да? По фамилии. Да.
Да. И по имени. Да, ну понятно. Вот. Никита Дыняк играет в Акбарсе, и он является клиентом как раз сына Дмитрия Квартального. И вот ему журналисты спросили, ну типа, почему, от чего, как это связано вообще? Ну, момент такой немножко двусмысленный, кумовство, сами понимаете. Так, что он ответил? Видно то, что Квартального это задело. И он пошел в атаку на московском и сказал: вот вы пишете там всякую ерунду о нас, мы там хохочем над вашими текстами, вы пишете, что хотите, типа, и мой сын, значит, будет тоже работать, как хочет. Вот такой лейтмотив, но немножко, конечно, глупо себя в этой ситуации подвел наставник Акбарса, как бы вопросы ему это припомнят при любом удобном случае. Я полагаю, в принципе, за дело припомнят. В остальном, на самом деле, очень интересная итоговая пресс-конференция. Полную ее видеоверсию вы уже можете посмотреть в группе ВКонтакте, в Ютубе. Там видео залито, можете ознакомиться. Ну и сейчас пишется, в принципе, текст. Если вы предпочитаете выжимку всего интересного, я думаю, к вечеру сегодня он появится на сайте, где вы можете ознакомиться с основными тезисами того, чего сказал Дмитрий Квартальный, главный тренер Акбарса, ну и генеральный менеджер Акбарса Рафик Якубов. Угу. Так, но Артур пока посмотрит, есть ли у нас вопросы какие-то. А пока хотел бы подчеркнуть, кстати, что после того, как вчера было обращение Владимира Владимировича, буквально вот во время этого обращения и после ушли два руководителя, два главы в отставку. Это была Республика Коми, Архангельская область, и сегодня уже даже ушел руководитель, глава Камчатки. То есть не знаю, как это связано. Скорее всего, ну, это как бы было запланировано. Случайность? Да. Не думаю. Нет, совпадение. Совпадение, давайте так. Это совпадение. Ну, это просто как интересные три новости, которые произошли после обращения Владимира Владимировича. Да, и, кстати, есть что-то добавить по этой? Есть. Ну, во-первых, я не верю, что это совпадение, да. Как помните, одно из недавних обращений Путина, более ранних, закончилось отставкой правительства буквально через пару часов. Я сомневаюсь, что это не связанные вещи. Это уже тренд современной российской государственности, нет? Не знаю, даже не знаю. Без комментариев. No comments. Окей, я вас понял. У меня еще планы были на сегодня, пожалуй. Да? Да. Надеешься доехать? Да. Удачи. Ну что ж, теперь еще хотелось поговорить пару слов о мировом спорте. Многие в мире, по всему миру ждали бой Хабиба Нурмагомедова, россиянина, действующего чемпиона UFC в легком весе, против американца Тони Фергюсона. Здесь на самом деле это целая эпопея. Из-за коронавируса бой, который должен был состояться 18 апреля в Бруклине, сначала его даже не перенесли. Просто власти штата Нью-Йорка запретили проведение боя. Ну а президент UFC Дана Уайт, он говорил, постоянно менял свои показания, то говорил там проведу, то говорил здесь проведу. На днях он вообще уже немножко, откровенно скажем, с катушек съехал, сказал, где-нибудь проведем на этой гребаной планете, короче. Причем слово гребаное это я немножко смягчил. На самом деле в оригинале в английском языке звучало другое слово. Вот. А закончилось все чем? Закончилось тем, что Хабиб взял и просто уехал из Америки, никого не предупредив, приехал в Россию, в Дагестан в родной, там осел. И когда речь зашла о его возвращении в Штаты, чтобы бой состоялся, он сказал, а меня не выпускают из России. И теперь его обвиняют очень многие поклонники ММА, смешанных единоборств. И причем Фергюсон, его конкретный его соперник, говорит, что он струсил, Хабиб, ты струсил, там, отдайте мне чемпионство и так далее. В общем, безумно хайповая ситуация. Что ты думаешь на этот счет? Ну, я не знаю, но Хабиб, в принципе, думаю, все прекрасно понимает в плане ситуации вообще во всем мире. То есть, даже если, допустим, его не выпускали из страны, он просто, возможно, сам принял решение такое, что нужно отложить этот бой.
чтобы, ну, показать своим примером, что, ребята, то есть не нужно как бы идти на поводу у каких-то событий, у каких-то подстрекательств и своим примером показать, что, ребята, я лучше подожду ради безопасности всех нас и спорта, допустим, в целом. То есть он может поехать туда, вернуться и прийти снова в зал, где другие спортсмены тренируются. То есть, ну, мне кажется, ну, то есть я сейчас уже в любых таких событиях вижу составляющую того, что это ради безопасности. Ну, такая гуманная позиция у меня. Вы видите, в чем я сижу. Ну, на самом деле, я бы хотел немножко пооппонировать своему коллеге, да, на мой взгляд, все-таки речь идет о банальной неуверенности в себе Хабиба. Почему? Потому что он менял свои показания. Раньше он говорил, что коронавирус это, безусловно, опасно, но на все воля Всевышнего. Известно, что Хабиб, он мусульманин ярый, с твердыми убеждениями в вере. Вот, то есть он сначала отрицал важность коронавируса, затем он говорил, что он готов в любом месте, в любое время встретиться с Тони Фергюсоном и подраться. И вдруг у него все это меняется ни с того ни с сего. Выехать он не может. При этом, буквально после того, как он объявил, что он не может выехать, журналисты взяли интервью у Росавиации и сказали, что шансы у Хабиба выехать из России были на частном самолете, бизнес-классом там и так далее. Бизнес-вылеты не запрещены из России. Так что, во всяком случае, на тот момент, не знаю, как сейчас, но на тот момент он мог вылететь из России. То есть несостыковок много, и лично я думаю, что все-таки Хабиб, наверное, решил съехать на теме коронавируса от боя с Тони Фергюсоном. Вот такие новости. А у тебя есть что-то еще обсудить? Ну, в принципе, наверное, все на сегодня. Да, и мы хотели бы сказать, что буквально через 30 минут будет прямая трансляция обращения Лейлы Фазлеевой. Это глава штаба по борьбе с коронавирусом в Татарстане. И я думаю, она конкретизирует какие-то постановления, какие-то слова, которые были обращены к народу. То есть ответит на вопросы в прямом эфире. И я думаю, мы все посмотрим и вскоре об этом вам сообщим. Вы можете тоже посмотреть, чтобы каждый из вас напрямую понял, что-то услышал. Обо всем остальном мы напишем на нашем сайте tnv.ru. Да, и еще один момент сразу добавлю, то есть вот о чем мы говорили с тобой, Никита, о том, что каждый губернатор в России сам будет интерпретировать поручение Путина с учетом реалий в своем регионе. То есть мы сегодня узнаем, собственно говоря, как власть татарстанская интерпретировала поручение Путина. Да, прошел день после обращения, и я думаю, сегодня, вот буквально через 30 минут, мы услышим, что предприняли в Татарстане. Да. Берегите себя, дорогие друзья, давайте не болеть, не кашлять, соблюдать видите как? Соблюдать самоизоляцию, не выходить из дома без нужды, заботиться о своих близких и не выпускать наших стариков из дома, они под прицелом в первую очередь. Берегите себя, всем до новых встреч, пока.